Сбоку моя голова должна была напомнить Скорпиона. Есть такое или нет? Да, со всех сторон напоминает Скорпиона. Да, у меня сегодня образ такой драконий, скорпионий. Хищный. Да. И украшения одел сегодня под стать своих. Сами на них идут. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях любимый тысячами поклонников певец, шоумен, бизнесмен. Кто еще Зарикто? Директор частного театра эстрады Зарикто Инонны Тагачиевых, собственно, сам Зарикто Тагачиев. Но к тому, что ты скажешь, я могу добавить только очень любящий муж и Прекрасно. отец моего замечательного сына Аюши. Как я мог забыть? Зарикто Сэмбина. Сэмбин. Зарикто, а каково это ощущать себя на Олимпе бурятской эстрады? Или это пока еще не совсем Олимп? Ну, в пределах республики, конечно, это уже Олимп. Это место, которое мы прочно занимаем уже, так скажем, 19 лет нашей творческой карьеры. Но мы никогда не ставили задачу вставать на Олимп. У нас была самая главная задача пропагандировать и популяризировать нашу бурятскую культуру, музыку, песни путем наших красивых концертов, костюмов и то, чего мы даем для своего народа. Я вот встречал в прессе такие эпитеты в твой адрес, как король бурятской эстрады. А ты сам как считаешь, справедливы ли подобные эпитеты? Если это нужно нашим поклонникам, конечно. Я не могу себя назвать королем эстрады, потому что я прекрасно понимаю, что я где-то в лидирующих позициях, Так. но назвать себя королем, императором или тем более... там, Император это Чингис Хандажапов уже. ну, наверное, можно, если это говорит народ, но сам я себя никогда не называю. Хотя на сцене я могу назвать «Моя королева Нонна». Моя королева. Ну, я думаю, если Нонна королева, тогда ты, безусловно, король. Я не думал об этом, я просто ее называю королевой моего сердца, моей души, нашего театра. Прекрасно. Зарикто, как по-твоему, почему бурятскую эстраду слушают в большинстве своем одни буряты? А, допустим, русскоязычные песни или англоязычные слушают как буряты, так и русские. Я думаю, что песню бурятскую слушают не только буряты. Но в большинстве своем, Зарикто. Огромное количество людей, которые слушают бурятские песни, конечно, не знающие, понимающие язык или стремящиеся, да. А почему не слушают, допустим, англичане бурятскую музыку, нельзя сказать. Ну, это понятно, да. Но, тем не менее, среди русского населения не так популярны бурятские песни, как среди бурятского населения русские песни. Я вот к этому. Это влияние русскоязычные. Советского Союза. Я думаю, что если бы в наше коммунистическое время было очень правильно поставлено отношение к национальной культуре, к той местности, где живет тот или иной народ, Ясно. если бы была бы пропаганда культуры, то, соответственно, и в мире, и в согласии, в продолжении до сегодняшнего дня жили бы люди и знали бы элементарно, даже русские люди, бурятский язык. То есть проблема, получается, кроется еще в союзных государстве. В государстве. Да. Отлично. Вообще, говоря об эстраде бурятской зоры, как ты считаешь, можно ли это назвать искусством? Или же это больше для развлечения широких народных масс? Те проекты, которые делаем мы, я думаю, что можно назвать искусством, потому что мы несем все-таки и культуру, и искусство. И сказать, что, конечно, эстрада, она эклектична, она Да. развлекательный жанр больше, да, но те песни, которые поют наши профессиональные певцы, как Чингис Хандажапов, Мыдыгма Даржиева, Лена Барахитова, это Так. суперпрофессиональные артисты, которые занимаются этим профессионально. Чингис У нас Хандажапов, нету- Мыдыгма и Елена Барахитова. Чингис Раднаев, Елена Барахитова, Мыдыгма, Сысыгма. Это же все дипломированные специалисты, которые закончили специальные культурные учреждения. Верно, верно. Я вот просто думаю, Зарикто, иногда, вот чего не хватает нашей эстраде, чтобы греметь, допустим, как, не знаю, как Дашин Намдаков гремит в скульптуре, или как Намгар в этномузыке гремит, или как Зорик Даржиев гремит со своими живописными работами. Почему, что мешает бурятской эстраде с таким же размахом выйти на мировую сцену? Если мы берем искусство, художественную культуру, Да. да, если мы берем изобразительное искусство, то ты можешь доказать своим талантом и своими работами. Если ты относишься к эстраде, Максим, ты должен понимать, что эстрада — это самые большие затраты финансовые. И за тобой должны стоять огромные индустрии, как у Майкла Джексона. Но я Да? не отношусь. И только не хватает денег. Единственное, даже побыть на каком-то центральном канале, участвовать в каких-то проектах, тот же самый «Голос». Это же огромные деньги. Туда не может прийти просто человек и участвовать. Это все картинка, это все история, это все выдумка. На самом деле за каждым известным и суперпопулярным артистом, который выступает Стоят деньги. на всех, да, это огромные деньги.
Это огромные целые компании, которые вкладывают тех или иных артистов, поверь мне. Но ведь здесь не будет никогда таких денег. Какой-то резон как бы заниматься, или же тут какие-то другие цели? Это патриотическое воспитание любого человека, да. Я отношу себя к очень патриотичному человеку. И все, что я делаю для пропаганды своей культуры. И я зарабатываю очень хорошие деньги, поверь мне, здесь в республике. И у меня нет огромного желания доказывать кому-либо и ехать на российскую эстраду. Вполне понятно. Были бы деньги, ты бы меня увидел на центральном канале. Отлично, отлично, Зарикто. Зарикто, ты все время позиционируешь, то есть не только ты, а скорее вы с Нонной позиционируете себя как Зарикто и Нонна Тогочиевы. А у тебя не было мысли позиционировать себя отдельно, как Зарикто Тогочиев или, может быть, в дуэте с кем-то другим? Мы все-таки изначально театр эстрады, семейный дуэт. Мы ведь раньше, вот наши все эти ремейки, да, Зарикто и Нонна Тогочиева, семейный дуэт Зарикто и Нонна Тогочиевых, театр эстрады Зарикто и Нонна Тогочиевых, это последний, да, до этого мы были театром эстрадной песни Зарикто и Нонны Тогочиевых. Вот. А позиционировать себя отдельно, ну мы же семья. Но Зарикто без Нонны — это самодостаточный артист или все-таки нет? Это самодостаточный, очень любящий свою профессию Артист. артист. Отлично. Я смотрел видео ваших концертов и также ваши видеоработы, в частности клип «Узыхлан Бузгой». Там танцовщицы оголяют свои тела, а также вертят грудью и ягодицами и делают сексуальные и манящие движения, в то время как ты, Зарикто, бросаешь такие дерзкие и томные взгляды на Нонну. Но не боишься ли ты выказывать всю эту такую страстную и дерзкую энергетику на публику? Нет, никогда. Ведь это касается только тебя и Нонны, а когда вы все это делаете как бы на глазах у сотен зрителей и даже тысяч зрителей. Поверь, это только в клипе. То есть в жизни такой страсти нет? В жизни на сцене, конечно, есть страсть, она непонятная страсть. Мы людям интересны тогда, когда мы не показываем свою страсть, а это видно в наших глазах, в наших эмоциях во время исполнения тех или иных песен. Все а верно. так, я могу сказать о своей королеве какие-то эпитеты, красивые слова, и все. А все, что касается чисто интимно наших отношений, Нонны и Зарикто, то это только во взгляде. Поверь. Только во взгляде. Да. Но чувства, вот, которые вы воспеваете в своих песнях, вот, наряду с любовью к родине, наряду с любовью к родителям, там ведь есть место и... Нет ли такого чувства, что порой ваше творчество культивирует такие качества, как страсть, потаенные желания, соблазн, а также некоторую сексуальную энергетику? Не пугает ли подобный имидж? Нет, никогда. Мы, что касается области там каких-то сексуальных фантазий, каких-то сексуальных вожделений, нет, конечно, мы поем только о родине, о любви. А у нас нету песен о страсти. Но вот к чему тогда вот эти подтанцовки, где девушки в бюстгальтерах в одних... Так это же был клип, это же развлечение, это не каждый То день. есть серьезно воспринимать это не стоит, Нет, получается? конечно. Ты просто привык, наверное, Максим, что мы такая семейная красивая пара, Нет, которая... не то чтобы семейная красивая пара, но как бы, согласись, Зарикто, что это довольно, как сказать, немного на грани игра. Вот я имею в виду все эти бюстгальтеры и двигающиеся ягодицы. В тот момент, когда мы снимали этот клип, это было несколько лет тому назад, так скажем, 6-7, тогда были очень популярны восточные танцы, помнишь? Ну, И честно без говоря, восточных нет, но- танцев вообще не обходились Ясно. ни одна там тусовка вообще в городе. Поэтому это было модно, это было веяние моды. Там ведь нашлось место не только для восточных танцев, но также ты там избивал несколько мужчин. Индийская драка, да. Ну да. А в конце даже ударил в глаз Олегу Бабуеву, если это был он. Да, это был Олег Бабуев. Да. Но тут тоже, получается, ни о какой пропаганде насилия речи не может Нет, быть. конечно, вообще, это только индийское кино. Ясно. Зарикто, вам, получается, удалось добиться популярности и славы. А какова цена этой славы и популярности, Зарикто? Цена, конечно, это лишние килограммы. Это банкеты, это каждый концерт, сопровождающийся обильным столом. И вот этот неуемный аппетит, который присутствовал у меня. Неуемный допустим, аппетит. Да, конечно, это же большая привычка. И ты понимаешь, что в любой деревне, да, бурятской, куда ты не приедешь, тебя всегда встречают обильным столом. Ты садишься и уже за привычку кушать. А потом пришел определенный момент, когда я понял, что столько кушать, как я раньше кушал, не стоит, потому что есть время для того, чтобы быть молодым, красивым. Я хочу быть стройным, как ты. Приятно, что я и делал для тебя в этом отношении. Но ведь другие артисты, они как-то справляются с этим. В чем тут соль? Или их не кормят в той степени, как других тебя артистов кормят? так не кормят, так как нас кормят, так скажем.
Зорик, я читал твое интервью, правда, не очень свежее, где ты упоминал, что периодически ты ездишь на свое Тонто и на Обо, и там в голом виде катаешься по земле, по своей родной земле. Ты до сих пор практикуешь это? Голым, не голым, но, конечно, я очень привязан к своей родной земле. И благо мой отчий дом, мой край находится совсем рядом, в 40 километрах от города. И хоть каждый день Можно езжай, ездить и кататься. лежи, катайся. А в чем смысл вот обкатывайся. этого катания голым по земле? Это принятие энергии Земли. То есть, если раздеться и кататься, то можно энергетически, получается, подзаряжаться? Можно не раздеваться. Можно не раздеваться. Конечно. Главное кататься. Главное кататься, лежать и спать, засыпать, брать энергию от Земли. Помимо певческой карьеры, ты ведь, получается, ведешь еще свадьбы и юбилеи, а также иногда официальные мероприятия с участием самых высокопоставленных лиц Республики Бурятия. Все верно? Это часть творчества, Зорик, или это заработок в большей степени? Ведение, пропаганда своей культуры на свадьбах, на мероприятиях, это и есть наша культура, которую мы несем в массы. Конечно, это определенный заработок. Если Хороший я веду- заработок? Хватает, нормально. Вот, я не жалуюсь. И что касается других официальных мероприятий, ну это уже приглашение официальных органов, я прихожу и работаю. Ясно. по- Ну, честно говоря, вот это не очень интересует, а больше именно свадьбы и юбилеи. А, Я бы назвал свадьбу и юбилеи, это лично моя помощь в организации праздника. мгм. Огромное количество толпы, да, неуправляемой толпы, она должна Действительно быть... неуправляемый. Ну, бывают неуправляемые толпы, да. Но сейчас это не так, скажем так, актуально, как несколько лет тому назад. Когда Более мы только неуправляемые были. первыми начинали, да, нас же осуждали За что, Зорик, кто? за то, что мы работаем на свадьбах, на юбилеях. Почему? Ну, потому что это были начало 2000-х годов, и никто даже права не имел брать за исполнение песни на свадьбе какие-то деньги или Ясно, гонорары. ясно. А мы этим начали заниматься уже профессионально, мы начали работать, вести и проводить, и это наша работа. Я понял. Зорик, а под силу простым улан-удэнцам позвать вас на свой праздник, или это прерогатива лишь сливок бурятского общества? Нет, Пригласите конечно. вас на свое Все торжество? люди, которые знают нас, наш дуэт, они прекрасно знают, что мы очень доступные люди. У нас По нету, ценникам доступные? По ценникам, конечно. Весьма доступны. Конечно. И тем более с приходом такого кризиса на дворе, так скажем, да, есть определенный момент, когда мы, так скажем, не то что снизили, а сделали более доступно, и еще более доступные люди. Ясно. Но вы самыми дорогими вас нельзя назвать по городу? Если сравнивать, допустим, не знаю, с Доржиком Найдановым или Жаргалом Ладоевым, все примерно... Я не знаю, сколько стоят их услуги. Виктор, если поговорить о ваших шоу, допустим, Супер Арт Мега Фэшн Шоу или Дивас или еще какие-нибудь, вы всегда там выступаете в шикарнейших и дорогущих костюмах. Но не жалко ли тратить деньги на костюмы? Ведь их же приходится постоянно менять. Нет, И вы- конечно. Наш зритель... Или они не такие дорогие, как кажется на первый взгляд? Они очень дорогие, Очень на дорогие. самом деле. Если это считать handmade, это сделано руками. Уж не Нонна или Тагачиевой? Конечно, Ноны Тагачиевой. Продолжай, пожалуйста. Каждый, да, наряд, так скажем. Это уникальная работа, это уникальная разработка. Ноны Тагачиевой, это ее выкройка, это ее пошив, это ее изделие, да. И, соответственно, тратить на них ни в коем случае не жалко, потому что люди любят красиво ушами, но в первую очередь глазами. А раньше Нонна мне шила ведь одежду, если говорить откровенно, скрывающую мою полноту. Вот как. Почему я носил низкие, Это вот эти вот длинные пиджаки? костюмы, пиджаки, да, удлиненные. Это все скрывающие. А сейчас я могу одевать короткие вещи. Как здорово. Да, это очень здорово. Ну, вообще, можно ли быть хорошим артистом и при этом как попало одеваться, или такое невозможно? Невозможно. Если Невозможно, ты уважаешь Зорик. своего зрителя, ты обязан и должен хорошо одеваться. Ну, как же быть тогда со всеми этими многочисленными парнями, которых в джинсах и футболках упоминают? Значит, Ну- все-таки они недостойные пока еще артисты. Нет, у них нет возможности. Нет возможности. У вас, получается, есть еще частный театр эстрады Зорикто и Нонны Тагачиевых, где вы выращиваете юных звезд. Можно я перечислю некоторых из них? Дарима — теплота души Байронова, Аюрика — божественный талант Мухарова. Я правильно ударение ставлю? Лия — красавица Шайдокова, Рамжан — поэт Рамжан, Виктория — юная звездочка Бадмаева, Оцер — огонь в глазах Тангарханов, Наталья — шикарные танцы Церенова, Мария — оперная дива Балданова. А кто придумал все эти никнеймы для них?
Никнеймы, по-моему, сопровождались нашим администратором, который создавал страничку ВКонтакте или где, я не помню, где вы брали эту информацию. Но В это какой-то газете я брал. небольшие комментарии нашего администратора. На сегодняшний день это уже состоявшиеся звезды, которые действительно достигли определенных вершин на бурятской эстраде. Вершины я могу назвать их популярность. Они известные артисты. Но тем не менее, по какой-то причине никому из них не удалось пока превзойти вас, Нонной. Как думаешь, почему? У них еще есть время. Все в будущем. Конечно. Или же ты занимаешься эстрадой 3-4 года, или ты стоишь на эстраде 19 лет. Есть разница? Ну, конечно, есть, но тут это не проблема финансирования получается. Нет, я думаю, что это все придет. Ясно, ясно. И буквально еще пару вопросов за кто. Чингис Раднаев или Чингис Хандажапов? И Хандажапов, и Раднаев. Заректо и Нонна Тагачиевы или Чингис и Елена Аюшеевы? Только не говори, что и те, и другие. Я очень люблю слушать Чингис и Лену. Отлично. И у кого шикарнее все-таки костюмы? У театра эстрады Заректо и Нонны Тагачиевых или у театра Байкал? Свои родни. Свои роднее. Отлично. А шикарнее Заректо? Шикарнее, но пусть оценивает зритель. Отлично. Ну что ж, Заректо, спасибо большое за участие в нашем проекте. Спасибо. Нам было очень приятно, что такой легендарный человек, как ты, сегодня был у нас. Спасибо. Поверьте. Друзья, мы приготовили просто прекрасный творческий номер. Это хит Заректо и Нонны Удырбури. Правда, сегодня без Нонны. Зато со мной. Отлично. У Дырбури песня называется «Инакта». Иногда. А почему Удырбури ее все называют? Потому что мы ее так переименовали, потому что первая песня, первые слова в песне начинаются именно с этой фразы. Ясно. La la hey, la 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 la. Oh, la la hey, la 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 Dărburi buri hanandamish Uni buri buri zudundumnish Hoyr garış akak şaher Haltı zurxiş şavnak şaher Zudundumni harakdaş Zurxundumni harakdaş Zolte şarolte behebcida Zurxundumni harakdaş Zurxundumni harakdaş Zolte şarolte behebcida Как круто, Заректо. Спасибо. Все?